вообще я в предпринимательстве с 2017 года. А до этого я вел, то есть у меня была доставка своя, потом я ушел, в так называемый в полунайм. Всегда, допустим, я работал либо это у меня была самозанятость, либо в основном на себя. А сейчас я веду где-то порядка 4-5 проектов. До середины мая, то есть я эти проекты все закрываю, чтобы уже в будущем сосредоточиться на одном таком проекте. Это будет совместный проект меня и моих партнеров. Мы вообще изначально хотели сделать ресторан, здесь у нас в Якутске. Но так как в последние месяца, я думаю, дни, то есть сейчас обстановка не самая лучшая, поэтому мы хотели вообще для своего ресторана хорошее очень оборудование, и цены на них сейчас очень кусаются. Поэтому мы решили сделать такой очень важный шаг, пойти на качественный стритфуд. То есть это стритфуд в основном из российских продуктов. И мы сейчас все это полностью разрабатываем, готовим личный брендбук, то есть уже заказываем. И делаем уже зонирование мы уже сделали, поэтому сейчас уже со временем будем подбирать оборудование и его заказывать. Я думаю, все это сделается, успеется после переправы. Я думаю, это будет конец июня, либо начало июля этого года. Мы сразу, наверное, стартанем с 3 точек. То есть стритфуд вообще это не высокомаржинальный такой бизнес, и открывать одну точку, нужно еще выбрать место, где она хорошо проходимая. Одна точка не приносит столько, допустим, денег, и окупаемость примерно одной точки от 5 лет, может быть. Но если ты откроешь сразу 3, я думаю, через год это все окупится. Во-первых, мы с тобой встречаемся. То есть я выслушиваю тебя, то есть что ты хочешь, у тебя должна быть понятная концепция, что ты именно хочешь. И для кого ты должна открывать это место. Потом мы делаем, если у тебя уже есть место, то есть мы смотрим, что из этого должно получиться. Мы подписываем договор. Можно это сделать именно только с меню, либо это полностью под ключ с кухни. То есть, если это полностью под ключ с кухни, то я делаю полностью зонирование, то есть проектовой кухни. Я заказываю под нее оборудование, считаю полностью смету, сколько тебе денег понадобится. Потом, то есть после этого, как мы все уже заказали, то есть все это оборудование настраивается, я тебе показываю, как это работает. Это оборудование должно подходить к твоей концепции. Потому что если ты хочешь, допустим, открыть пиццерию либо ресторан, это совершенно разные цены, то есть на оборудование, Потом мы находим суперкоманду каких-нибудь поваров, то есть я их обучаю, то есть передаю, то есть продаю свои умения. То есть обучаю их, как должна работать правильно кухня, где должны быть те или иные заготовки, и зависит еще от габаритов и от масштаба того или иного проекта. Если ресторан большой, то это нужно по-любому делать производство какое-то, то есть мини-производство, какую-то заготовку основную. Если это, конечно, маленький ресторан, квадратов на 100, то есть, одной кухней это обойтись можно. Мне всегда хотелось работать более свободно. Я люблю, я думаю, каждый человек любит это, когда ты приходишь, либо ты уже подписываешь договор с кем-то, то есть ты приходишь, и тебе дают именно такую свободу, то есть карт-бланш определенный, и если они понимают, допустим, то, что пригласили профессионала и сотрудничают с профессионалом, тебе не мешают именно работать, то есть ты сам это все контролируешь, сам все настраиваешь, сам вводишь, допустим, тот или иной продукт, мне это нравится больше, и свободного времени становится больше, и ты как-то его по-разному можешь подстроить под свой график, то есть уделять больше то есть больше времени себе, каким-то своим делам лично, в первую очередь, я думаю, это свобода. Конечно, для начала становления себя, допустим, как любой человек, ты не должен, допустим, смотреть на размер, допустим, заработной платы, то есть ты должен получать знания. То есть, и поэтому я когда первый раз пришел устроиться вообще
работать по своей профессии, я не знал, сколько у меня будет зарплата. То есть я работал для себя, то есть такой весь молодой, активный, и мне было как-то, знаете, все равно, сколько я буду получать. А потом уже подходит какой-то возраст, там уже плюс 30. Конечно, ты уже делаешь это все как-то уже по-другому, то есть другие потребности, да, что-то, какие-то другие обязанности. Конечно, ты, тебе это уже нравится, то есть тебе это нравится, но и цифра должна быть соответствующая, я так сказал бы. Повышенное внимание. Да я как-то особо даже не задумывался об этом. То есть, люди знают, то есть, мне как-то, хорошо, что знают. Да, то есть я всегда как бы открыт для диалога, для какого-то разговора, если, допустим, даже они подают, что-нибудь спросят. То есть я им отвечу. То есть я там не задираю себе планку там какую-то определенную. Нет, я всегда открыт для диалога. Если все это запланировать, смотря какого-то человека, допустим, пока у меня нет семьи, но смотря кто с тобой будет идти, да, то есть я думаю, мы оба будем подстраиваться, то есть я бы подстраивался, допустим, под ее график, она под мой график. У нас было бы все запланировано. Я думаю, это можно реализовать, конечно. Я думаю, это было середина 2015 года. На тот момент уже работал 5 лет в ресторанной сфере. Достиг, не сказать, допустим, чего-то, но достаточно я был шефом, да, то есть я вел одну крупную доставку в городе, на тот момент она была прям вау. Мы открывали какой-то еще там один проект, и меня как бы все устраивало. То есть и по работе, и по моему графику, и по заработной плате, да, то есть, которую я получал оплату. Но я не получал того уровня, допустим, и я не развивался себя именно в плане поварства. То есть мне хотелось больше еще, и переломный момент настал в начале 2016 года, когда я уехал работать в Москву. Ты там no-name, во-первых, то есть тебя там, тем более в Москве, то есть там никто поблажки тебе не дает, там выживать сильнейший, особенно на кухне. Как это не банально не звучало, я как бы патриот своей родины, я хочу что-то сделать лучшее для республики. Очень сильно, я думаю, повлияло становление, то есть меня. Это было очень давно. Это был год 2000, может быть, где-то 7, может быть, 6, это так. То есть тогда я еще не знал, кем я стану, да, то есть я был таким, то здесь поработал, то там поработал, И мы собирались там какой-то роднёй определенной, да, то есть и все хвастались, какие у них дети хорошие. Кто-то у них там экономист, кто-то юрист, кто-то там где-то работает, да, И на тот момент как бы я нигде, я то работал, то увольнялся. И что-то мне было так стыдно, когда моя мама говорила, что, мой Паша пока не работает, но это, я думаю, что он скоро определится. И я смотрел, допустим, на глаза, допустим, тех людей, которые это говорили, они говорили это с усмешкой, ладно, пускай. Наверное, где-то устроится, где-то там подработает, там что-то там сделает, пускай там, ладно. А потом смотрел на маму, у мамы как бы горели глаза, я думаю, надо как бы ее не подвести и не упасть, допустим, в глазах, ее там и родственников, и мне всегда это, допустим, на протяжении всех этих лет, допустим, мне это всегда подпитывало. И поэтому я сказал себе, по-любому я как бы, стану кем-то. Подсказал бы, допустим, то, что надо идти в кулинарный, то есть и сразу, как его окончил, то есть надо, допустим, уезжать куда-нибудь, получать опыт где-нибудь, возможно, и даже не в России. У меня отец был в IT-сфере давно. Мне там привозили чуть ли не первый компьютер в город Якутск. Это было 80, по-моему, 7-й год, что ли, 86-й год. Я поначалу поступил туда, я думал, сейчас как бы я пойду по стопам отца, но там через несколько лет я понял, что это не мое. И я даже не знаю, в какой сфере я бы сейчас себя увидел. Возможно, определенного ответа как бы у меня нет. То есть, дети же сразу, допустим, уже со школьной, допустим, парты думают, с кем они станут. У меня как бы такого не было.
Ну и потом как-то получилось так. То есть я думал, что когда я поступил в колледж, да, в кулинарный, я почему-то знал что эта профессия будет потом востребованной. Да, вот, допустим, сколько у нас специалистов, либо шеф-поваров в городе Якутске. То есть у меня хватит одной руки, то есть 5 пальцев. То есть я могу пересчитать всех людей, которые там, по моему мнению, прям достойные. А теперь посчитайте, сколько... я как бы не хочу кого-то там задевать, но сколько, допустим, у нас юристов. Просто я хочу сделать что-то, то есть открыть что-то, которое будет приносить, во-первых, доход мне, какие-то новые вкусы другим людям, да, то есть там радость, смех, счастье, да, то есть какие-то эмоции давать, тот продукт, который я буду делать. И неважно это что будет, допустим, это будет ресторан, либо стритфуд, либо бар. Итоговой целью, думаю, конечной целью, то есть наша, да, с этим продуктом выйти потом на российский уровень. Еще у меня как бы одна такая хотелка, то что подтянуть, допустим, наших там, студентов, то есть сейчас, которые учатся в колледжах, то есть дать им какие-то рабочие места, возможно.